Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто в шоке от вас? Давайте узнаем, кого шокировали, чем, зачем и почему. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вот это да. Тройки. Все в шоке от вас. Вы столько много людей шокировали, что просто невозможно пересчитать. Тройки. Одни тройки повыходили. А кто-то перед вами даже с испугу шляпу снял. Вот она, видите, шляпа снята. Чувствую, непростая у нас будет отсыпка. Вы такая личность незаурядная. Вы такая яркая, такая необычная. И еще вы умеете скрывать свою истинную суть. Обладаете изысканным искусством камуфляжа. Знаете, вот что я вижу. Вы... Вот внешне, да, люди, которые вас не знают, да даже которые знают, вы им кажетесь такой вот прям хрупкой, ранимой, очень скромной, тихой, спокойной, уравновешенной. Но на самом деле вы как огонь, такой блуждающий, жгучий, яркий огонь. Вы его редко выпускаете, но метко выпускаете. Поэтому так много людей в шоке от вас. По большей части люди в хорошем шоке, да, в хорошем смысле этого слова. То есть вы такая вот прям показали, да, указали, проявились, и люди думают, какая она, да, все-таки хорошая, необычная, крутая, да, больше вот крутая говорят. Но есть те, кто в ужасе от вас, от ваших способностей, от того, как вы умеете за себя постоять. Вот пока вас не трогать, вы очень вполне себе прилично общаетесь, очень культурно общаетесь. А если задеть, либо зайти за рамки, да, за ваши, как кордоны зайти, то вы просто взрываетесь. Не поздоровится тому, кто на вас посягает, либо посягает на что-то, что вам дорого. Ну, давайте пробежимся по основным действующим лицам. Вот чей-то бывший показан. Если бы вы могли увидеть моими глазами, то у мужчины, понимаете, волосы дыбом и мурашки табунами бегают от вас. Он-то думал, что вы такая вот прям спокойная, тихая, никуда не денетесь, что вы за ним прибежите, что вы его там умолять будете, в ногах у него валяться станете, что он там потом с вас веревки будет вить и вообще подчинит вас себе. А вы нет, вы не бежите. Вы его послали, да, причем так смачно послали, и живете свою лучшую жизнь. Он прям совсем как дед какой-то, да, прям исхудал, истощал, выглядит паршиво, весь какой-то грязный, помятый. А вы красавица, вы цветущая, вы широкими шагами по жизни идете, и новых людей встречаете, и карьеру строите, и живете свою лучшую жизнь. А он смотрит с такой прям, знаете, не то чтобы завистью, а как сказать, с каким-то надрывом груди, и такой, да как так, как такое может быть? Не увидел, да, он не увидел ваш потенциал, он не смог рассмотреть, кто вы такая на самом деле. И вот клянусь вам, он был уверен, что вы за ним прибежите, он был уверен, что вы будете его умолять вернуться, что вы без него не проживете, либо в принципе не выживете, да, что вот он такой вот весь из себя, крутой, красавчик, добытчик, там, снабжал вас всем. А нетушки, все ровно наоборот вышло. Это он без вас теперь не может. А вы, красавица, умница, живете свою лучшую жизнь. По крайней мере, вы ему это транслируете, он это наблюдает. И поэтому у него и волосы дыбом, еще, кстати, выпадают из-за стресса. А стресс там прям очень серьезный. И эти мурашки постоянно бегают. Он, кстати, боится попасться вам на глаза, потому что стыдно, в какое чудовище безобразное, неаккуратное, неприятное он превратился. И стыдно, что вы выросли за этот период, а он, наоборот, как будто бы опустился. Так мне идет. Конечно, в шоке. Прям не уделала, но зарыла. По самые уши зарыла. Вы молодец, да, вы молодец. Вы ему показали, кто есть кто, и кто чего стоин и достоин.
Дальше. Какой-то хитрый человек вот перед вами шляпу снял. Шокировали вы этого человека своей проницательностью, умением разгадывать тайны, квесты, секреты, умением видеть то, что скрыто. Ну, можно сказать, что вы читаете между строк. Какой-то вот аналитической способностью, либо паранормальной. Да, у кого-то действительно интуиция, у кого-то прям ясновидение, яснознание, а у кого-то аналитика такая, что вам, я не знаю, где-нибудь там в какой-нибудь секретной службе работать, самых сложных этих преступников ловить, самых таких отчаянных. Есть, это есть. Еще раз говорю, неважно, какой у вас уровень образования, люди с этим рождаются. Вот с таким строением мозга, либо с такими способностями мозга люди рождаются, ну, либо с даром рождаются, да. И вот этот хитрый человек, он что-то очень плохое замышлял, и он это делал. В прошлом он делал с другими людьми. И никто не мог его заподозрить, никто не мог подкопаться, никто не задавал таких вопросов, как вы. Никто не смотрел на него так, как будто бы дырку в нем делает. И только лишь вы сломали его планы. И он такой думает, блин, вот если бы с ней вместе там скооперироваться, мы бы были лихой парой. Но он понимает, что вы, скорее всего, на это не пойдете, да и страшно, да, вдруг вы его потом в полицию сдадите для опытов, да. Ну, не для опытов, конечно. Сломали ему всю схему, систему. Этот человек просто в отчаянии, но с другой стороны, он признает вас как сильного, как сильную личность, как человека, который под зад ему дал. И сломал все карты перепутал. И снимает перед вами шляпу. И я так понимаю, что этот человек прям такими шажками назад отступает. То есть выходит из вашего круга, уходит из вашей жизни. Но потому что вы опасны. Вы можете в любой момент этого человека за руку схватить и разоблачить. Да, снимает перед вами шляпу. В тихом шоке, ужасе. Ну и восхищение. Да, идет восхищение. Дальше, мои хорошие. Ваше умение решать проблемы восхищает каких-то бюрократов, либо людей, которые, ну, такие, знаете, как царьки какие-то, да, люди, которые себя возомнили царями. Вы с этими людьми очень круто поступили, так на них надавили, продавили, такой им массаж сделали во всех местах, что они до сих пор о вас шепотом разговаривают. И, не знаю, мне кажется, что вы где-то порядок навели. Вы все разные, я понимаю. Кто-то начальника на место поставил, кто-то какого-то чиновника на место поставил, кто-то каких-то бюрократок на место поставил. В общем, вы мастер от Бога. И вот если бы вы были руководителем, вот кто-то из вас точно есть руководителем, либо станет в будущем, вот прям идеальное сочетание кнута и пряника, умение воздействовать на людей, умение решать проблемы, умение добиваться своего. Причем вы не действуете какими-то вот прям одними методами, да, вы по-всякому пробуете. И если вы понимаете, что по-хорошему не получится, идет сопротивление, значит, я зайду с другой стороны, и будет все по-плохому, и я своего все равно добьюсь. То есть вы не привыкли сдаваться, вы не привыкли отказываться. Если ущемляют ваши интересы, либо ущемляют интересы ваших дорогих, близких людей, то вы за ценой не постоите. Вы способны на самые отчаянные поступки. Да такие, что вот прям людей до ужаса, до истерики доводят. Ну вот два человека отвернулись, знак минус пошел. Шепотом о вас говорят. Они считают вас теперь каким-то злобным пауком, который способен мало того, что в паутину свою заплести и делать все, что хочешь, так еще и отравить своим ядом. Да? Называют вас паучихой. Но с другой стороны, в их устах быть пауком — это как похвала, понимаете? Вы действительно на них подействовали так, как они не ожидали. И вы знаете, мне еще вот что-то подсказывает, что эти люди, они немножко попроще стали. То есть непонятно, на кого ты нарвешься. А вдруг еще одна такая, как вы, придете? Тогда все, скажи прощай. Ну а как по-другому? Теперь, да, они такие напуганные, говорю, шепотом. А вас они говорят только лишь шепотом. Дальше, мои хорошие. Вот здесь с правой стороны показывают какого-то близкого человека, который каждый день от вас в шоке. Ну вот смотрите, если вы там с парнем общаетесь, встречаетесь, либо муж у вас есть, вы всегда его удивляете глубиной своей мысли, видением проблем с какой-то непонятной, ему недоступной стороны. То есть он видит как-то вот, ну, частями, да, кусочками, дробленное такое видение.
А вы видите картинку целиком. У него так не получается. Он так не может. Он такой думает, да кто она такая, да как у нее это получается. А с другой стороны, вы ведь умеете молчать. Вы никогда не будете спорить, когда видите, что человек глупый, да, что все равно ничего не докажешь. Вы никогда не будете вмешиваться туда, куда, например, вмешиваться не стоит. У вас как чутье, да, вот интуиция ваша. У кого-то из вас парень либо муж считает, что у вас есть экстрасенсорные способности, и вы действительно какая-то ведьмочка, видите будущее, настоящее и прошлое. То есть, насквозь его видите. Он еще там подумать не успел, а вы уже мысли его прочитали. Вот такое состояние, ощущение. Не ошибайтесь в людях, всегда даете советы и рекомендации, которые сбываются. То есть не ошибайтесь, вы не ошибаетесь. И он каждый раз от вас в шоке от того, как вы можете, умеете работать. В шоке от того, как вы там какой-то рецептик посмотрели в интернете, пошли, приготовили, просто за уши не оттянешь. Что-то вот в первый раз делаете и делаете как-то вот как будто бы знаете. Всегда удивляется вам, всегда в легком шоке от вас. Это его возбуждает, это его к вам еще больше как притягивает, да, с ума сводит. Что-то необъяснимое, редкое, уникальное. Он вами всегда хвастается. Всегда хвастается. То ли перед мужиками другими, то ли перед своими родственниками. Вот какая-то вы необычная для него. Каждый раз вы его удивляете, каждый раз шокируете, в хорошем смысле слова. Прям такой девочка моя, да, уникальная, ни на кого не похожая. Дальше, мои хорошие. Здесь какие-то ваши люди из прошлого, друзья, например, либо там одноклассники, однокурсники. Вот я вижу, что вы за последнее время достигли очень многого. Либо, в принципе, да, за то время, пока вы не виделись, вы очень многого достигли. Возможно, вы не из богатой семьи, возможно, вы как не имели какого-то стартового капитала, может быть, у вас и не было каких-то там супер классных оценок, когда вы учились. А они типа там умные, богатые, там что у них связи, родственники. И вы опередили их. Вы теперь лучше, чем они живете. Вы сами себе добились, сами себе заработали, сами себя на ноги поставили. А их поддерживали там родительские деньги, родительские связи. Опять же, учились, скорее всего, там прям на дне пятерки. Может, это купленные были пятерки, неважно. Вот они в шоке от того, чего вы добились. А мне идет, что это несколько человек. И эти люди, может быть, каждый на своем месте, да, каждый там, где живет, просматривая ваши, например, соцсети, либо общаясь с теми, кто вас знает, они в шоке от того, чего и сколько вы добились. И как вы смогли их опередить. Вот мне идет еще такой момент, что они сейчас гораздо хуже, чем вы живете, а вы лучше. Там, может, у них карьеры не сложились, а у вас прям сложилось. Может быть, они там работают по найму, штаны протирают, а вы, например, там свой бизнес крутите, причем бизнес очень успешный. В шоке, конечно, да. Они вас сравнивают, ту, которая вы были раньше, когда-то, молоденькая девушка, да, школьница либо студентка, с тем, кем вы есть сейчас. И они такие, не может быть. Не может такого быть. Да как так, да? Как она этого добилась? А вы смогли, вы это сделали. На работе все в шоке от вашего профессионализма. Либо в бизнесе, например, да, ваши конкуренты просто такие, ладно, мы пойдем, нам нечего тут делать. Невозможно, понимаете, невозможно работать так, как вы. Вы умеете работать на полную. Вам, если надо, то вы прям 24/7 будете работать. Если вы себе цель поставили, то вы к ней идете. И неудачи вас не сбивают с пути. Тут наоборот, неудачи и неприятности как будто бы закаляют ваш характер. Вы еще больше возбуждаетесь, такая, нет, я добьюсь, я найду свой путь, и вы его находите. Это редкая, уникальная способность, и я вам скажу так, что, скорее всего, тут род матери, род отца, все друг на друга наложилось, в генетику вплелось. И да, вы как лучшее, да, воплощение из рода матери и рода отца. Вот как взяли самое лучшее. Плохое не взяли, а лучшее взяли. Хороший знак, на самом деле, хороший. Вы яркая личность, и вот сколько людей бы не было в вашем окружении, они всегда от вас в шоке. Кто-то в негативном шоке, а кто-то в очень позитивном шоке. Вот еще вижу каких-то женщин, которые постоянно о вас сплетничают. Сплетничают о том, что как так, она же типа старше, либо она такая же, как и мы.
Ну почему она такая молодая? Что она там делает? Не колется, да, не говорит, какой косметикой пользуется, либо какие услуги там у косметолога берет. Ну, непонятно им, почему вы такая молодая, как будто бы вы в криокамере живете, да, там дома у вас все оборудовано, как криокамера, сохранилось хорошо. Но опять же, это, скорее всего, либо генетика, либо вы действительно за собой умеете ухаживать. И еще очень часто в шоке от того, как вы умеете сочетать несочетаемое. Но, опять же, это на взгляд этих людей. То есть на вас вот как все сидит. Либо вы действительно умеете очень классно подбирать одежду, то есть у вас вот глаз-алмаз, вы понимаете, что будет сидеть, что не будет, что будет смотреться, что не будет. Вот это комбинировать цвета, фасоны. Вы это умеете делать где-то вот, опять же, на генетическом уровне, да? У вас это в крови заложено. А другие женщины не умеют. То есть пытаются за вами повторять, но на вас это сидит как влитое, вот идеально там подчеркивает то, что надо скрывает. А вот другая женщина купит такую же одежду, и на ней это как на коровье седло. Понимаете, вот тоже этому удивляются и тоже вот шокированы. Но тут шокированы больше, знаете, как, ну, чуть-чуть завистью, потому что они так не умеют. Ну и также вы для них как кумир, да, с вас берут пример, слизывают, да, одним словом, с вас слизывают. Но, с другой стороны, вы умничка, вы молодец в этом плане. Вы знаете, как по возрасту одеться. Вы знаете, ну, вот, что допустимо, а что недопустимо. Как чувство стиля, вы с ним родились, скорее всего. Кто-то из вас и шить умеет, а кто-то и вяжет. Ну, умничка, да, мне идет, что вы очень здорово это делаете. Макияж у вас всегда в тему, да, вот то, что вам идеально подходит. Умеете за собой ухаживать, умеете выглядеть прям как шикарно, да. Шикарная женщина на миллион мне идет. Мужчины, конечно, обращают внимание и втайне мечтают о такой женщине, как вы. Хотя бы приблизиться к вам, да, вот хотя бы в вашей энергии немножко постоять. Ну и также мечтают, конечно, вами овладеть. Назвать вас своей, да, вот об этом мечтают. Ну, а женщины тихо злятся на это. И в шоке, что их не мужики такие непутевые, и что вы такая соблазнительница, всех мужиков с ума свели. Да, яркая, необычная, ну, звезда. Мне идет, что вы по энергетике звезда. Прекрасная, сияющая, но недоступная. Вот еще мне идет, что недоступная. И это тоже шокирует. Тоже шокирует. Люди думают, для кого она одевается, почему она такая красивая, для кого красивая. Вы для себя красивая. Чтобы смотреть на себя в зеркало, либо смотреть в глаза проходящих мимо людей и видеть свое отражение, и самой себе радоваться. Очень необычное. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.